С вашим приходом во власть в республике очень много внимания уделяется селу. Вы сам выходите из села. Вот буквально в августе месяце подписан указ о стратегических направлениях повышения качества жизни населения. И там написано, что к 30 году мы должны добиться полного благоустройства жилья, в том числе и сельской местности, роста реальных доходов населения 2 раза к уровню 2015 года. Также вот, последовал указ о развитии тавунного коневодства. Еще какие-то указы, Егор Павлович, намечаются, какие-то решения, постановления в целях облегчения жизни селян? Мы раньше как-то пытались заниматься только проблемами сельского хозяйства. При этом зная, что 35% населения республики проживает в сельской местности. А сельское хозяйство – это не село, это только отрасль, где занимается производством сельскохозяйственной продукции. А село – это комплекс, это речь идет о условиях жизни людей. Поэтому мы принимали такие соответствующие в свое время решения по газификации населенных пунктов в сельской местности. Мы очень сложное для себя приняли решение, несмотря на убытки, которые необходимо всегда перекрывать за счет бюджета республики. Это подсоединение к централизованному отоплению домов наших людей в сельской местности. Это речь идет о поддержке строительства жилья, строительство водопроводов, строительство дорог, благоустройство населенных пунктов. Все это в совокупности все-таки сегодня дает определенную возможность улучшить жизнь людей в сельской местности. Это как-то немножко способствовало созданию условий, особенно для молодых людей в сельской местности. Но проблем еще остается очень много. И мы в этом направлении будем и дальше принимать решения, поддержки. Но и сельское хозяйство мы не должны забывать. Поэтому вот мы приняли закон о развитии сельского хозяйства. Этот закон сегодня начинает работать с 1 января 2017 года. Не дожидаясь этого, уже принимается ряд решений. Я дал поручение повысить закупочную цену на молоко, обратить внимание на мясо, на механизмы поддержки других отраслей. Вот в ТИКСе мы недавно поговорили об оленеводстве. Все это вопросы получат определенную поддержку в рамках вот тех документов, которые сегодня приняты на уровне республики.